Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Республика Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере кибербезопасности. Дипломаты Туркменистана и Италии обсудили приоритеты в наращивании сотрудничества. Международная экологическая конференция ТЭС-СИП-2025 пройдет в Туркменистане 5 июня и другие новости. Представители Туркменистана и Республики Корея провели онлайн-встречу для обсуждения двустороннего сотрудничества в области информационной и кибербезопасности. В переговорах участвовали сотрудники МИД Туркменистана, Государственной службы кибербезопасности при агентстве Туркмен-Рагатнашик и Корейского агентства по интернету и информационной безопасности. Представители южнокорейского агентства выразили заинтересованность в привлечении туркменских специалистов к международным мероприятиям и тренингам, проводимых в республике. В ходе встречи замминистра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Черриелли было рассмотрено развитие двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями по инициативе об утверждении плана действий по созданию сетей многостороннего сотрудничества между Центральной Азией и Италией на 2024-2025 годы, которая охватывает такие вопросы, как энергетический переход, водные ресурсы, здравоохранение, сельское хозяйство, высшее образование и транспорт. Стороны констатировали обоюдную нацеленность на активизацию сотрудничества в области образования, археологии и культуры. 5 июня в Ашхабаде состоится международная научно-практическая конференция по экологическим аспектам добычи углеводородных ресурсов ТЭС-СИ-2025. Организаторами мероприятия выступают государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит». Регистрация на конференцию уже открыта. В прошлом году мероприятие привлекло 250 делегатов из 31 страны. Участие бесплатное, иностранным делегатам предоставляется визовая поддержка. Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции. В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошел брифинг, посвященный итогам работы второй оценочной миссии ООН по подготовке к третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая намечена к проведению в национальной туристической зоне Аваза в августе текущего года. В работе брифинга приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, главы и представители специализированных структур ООН, а также представители местных СМИ. В ходе брифинга было отмечено, что правительством Туркменистана ведется комплексная организационная и аналитическая работа по подготовке к мероприятию. В посольстве Туркменистана в Грузии состоялся брифинг для представителей грузинских СМИ, посвященный Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Мероприятие собрало журналистов ведущих телеканалов, печатных и электронных изданий страны. Посол Туркменистана в Грузии Давлет Сейтмамедов в своем выступлении отметил, что внешнеполитические инициативы президента Сердара Бердымухамедова получают широкую поддержку на международной арене. В ходе брифинга были также обсуждены результаты недавнего официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан. Библиотека Конгресса США расширила свой национальный реестр аудиозаписей, включив в него 25 новых звуковых произведений. Среди пополнивших коллекцию аудиошедевров оказались знакомы миллионам пользователей звук перезагрузки операционной системы Microsoft Windows и саундтрек к игре Minecraft. Ежегодно библиотека Конгресса отбирает 25 аудиозаписей, обладающих культурным, историческим или эстетическим значением. Для включения в этот почетный список произведения должны быть выпущены не менее 10 лет назад. Американская киноакадемия объявила о создании новой номинации «Лучшая каскадерская работа», которая впервые появится на церемонии «Оскар» в 2028 году. Премия будет вручена на юбилейной 100-й церемонии награждения. Одним из ключевых инициаторов введения этой категории стал режиссер Дэвид Лич. В своем заявлении он отметил, что трюки необходимы для любого жанра кино и уходят корнями глубоко в историю индустрии. Аланур Даянджов впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Туркменистана по теннису, обыграв в финале прошлогоднего победителя Мейлиса Оразмухамедова со счетом 7-5-7-5. Даянджев одержал уверенную победу на турнире, который проходил на кортах многофункционального стадиона Ашхабад. Чемпионат собрал 114 спортсменов из Ахалского, Дашогузского, Лебабского, Марийского, Вилаятов и Ашхабада. В женском турнире титул чемпионки вернула себе 15-летняя Илима Гусейнова. В финале она победила Лейли Эсенову. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.